Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Он сумел завоевать любовь всех. Это уже от Бога. Такие легенды рождаются не раз в 100 лет даже, мне кажется. Как проводили в последний путь легенду татарской эстрады, расскажет Алия Хайрудинова. Прайсы и условия теперь по-новому. Тарифы должны быть экономически обоснованы. Насколько цены на коммуналку могут вырасти в Татарстане? На итоговой коллегии Госкомитета по тарифам узнавал Рамиль Шайдуллин. Границы энергопотребления. Очень экономно. Свет выключаю, телевизор все время не смотрю. Кто будет платить больше за свет и почему вводит социальную норму, знает Анна Городнова. Инвестиции растут, правда, без участия районов. Мы ограничиваемся только крупными городами, но у нас их 70 таких промплощадок. Об инвестиционном климате в республике Салават Мухаммадуллин. Воду осветили, купель вырубили. Через крещение Христос показал, что Он омывает все грехи. Как проходила подготовка к крещению Господню, расскажет Зарина Ахметова. Он ушел в вечность. Под свою песню и овации преданного зрителя Татарстан сегодня простился с легендой Ильхамом Шакировым. Его называют человеком-эпохой, который зародил татарскую профессиональную эстраду, солнцем, что согревало сердца и освещало путь своего народа. Родные, близкие, поклонники и почитатели, все они сегодня пришли в театр оперы и балета, чтобы отдать ему последние аплодисменты. Родные, друзья, коллеги, почитатели идут сюда с 8 утра. На фасаде оперного он, легендарный певец Ильхам Шакиров. Таким его знают миллионы, и прощаются сегодня татарстанцы со своим кумиром под его песни. Зал полон, ни одного свободного кресла. На гражданской панихиде и все руководство республики. Құдайдан берілген сәләте, қабатланмас тавышы, бітін дүнияға татар маңын һәм жырларын яңгыратырга мөмкинлек бирде. Андый кешеләр турында әйтәләр, дөньяга бер мәртәбә килә дә, мәңге истә кала дип. Әлбәттә, без Ильхам абыйны эталон, сәнгать, музыка, җырчылар өчен дип күрдек һәм киләчәктә дә күрәчәкбез. Талант от Бога, неповторимый голос и дар доносить народные песни всему миру. Это было только у Ильхама Шакирова, отмечает президент и говорит, память певца увековечит специальная программа, а концертный зал «Казань-Экспо» будет носить его имя. Минтимир Шаймиев продолжает, в республике будет фестиваль имени Ильхама Шакирова. У таланта должны быть последователи. Халқыбызның ғасырға келген жырлары, оның мұңы аша, оның тавышы аша бізге жеткірілді. Бұл бұғайет зор хизмет. Ұнтылмаслық еттіріп бұл жырларына сендіріп қалдырды көңілімізге. В театре оперы сегодня с ним прощались его коллеги. Многим он открывал дорогу на сцену. Те, для кого он был учителем и наставником. И те, кто был всегда рядом. Любим называть артистов звездами. У нас звезд очень много. Мы состоим из звезд нашей эстрады. А он солнце. Он один. Чтобы солнце светило еще ярче, мы должны будем делать то, что не успел. Это та личность, которая помогла формироваться целой плеяде молодых исполнителей. В то же время он был очень внимателен к своим предшественникам. Благодарна судьбе, что он дал свое благословение мне именно, когда я была еще студенткой консерватории, он пригласил меня на гастроли в Сармановский район, это его родина. И вот там я увидела по-настоящему
как нужно снискать любовь народа, какой труд надо вложить. Была концертная площадка, где собирались, проводили большие ЗОР-концерты. А вот с его приходом он своей эстетикой, своим интеллектом, с чувством современного ритма он ввел на татарскую сцену эстраду. Скорбь безгранична. Проститься с Ильхамом Шакировым приехали и жители республики, и почитатели его таланта из других регионов России. Услышали вчера, несмотря ни на что мы взяли и приехали. Это великие потери для Республики Татарстан, Башкортостан, для всей России. Большая потеря. Но его его творчество, его дух, я уверен, вечно будет жить в наших сердцах. Он прославил татар во всем мире своими песнями, уроженец нашего района. Мы глубоко уважали и уважаем его. Он первый наш почетный гражданин нашего района. Он был внимательный, чуткий, открыт. У него не было никакой звездности. Я росла в этих песнях Ильхама Шакирова. С маленьких лет его песни нас воодушевляла. И я после работы пришла провожать Ильхама Шакирова. Похоронили Ильхама Шакирова на Новотатарском кладбище. Алия Хайруддинова, Ренат Сафин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Песни Ильхама Шакирова стерли и национальные границы. В эти дни соболезнования приходят со всех уголков России и стран СНГ. Из жизни ушел выдающийся певец, человек редкого музыкального дарования, вписавший немало ярких страниц в историю татарской национальной культуры, пишет министр культуры России Владимир Мединский. Почитатели таланта ценили Ильхама Гильмудиновича за красоту голоса, эмоциональность, искренность и преданность избранному пути. От имени казахстанцев телеграмму прислал и министр культуры и спорта республики. Ильхам Гильмудинович всю свою жизнь посвятил беззаветному служению высокому искусству. С его именем связана целая эпоха становления и развития вокального искусства Татарстана. Казахстанцы всегда будут помнить имя, заслуги и яркий образ Шакирова. Народный артист Азербайджана Палат Бюльбюль-Аглы пишет: «Мне посчастливилось лично знать этого легендарного певца. Ильхам Гильмудинович был не только великолепным знатоком татарского фольклора, но и с большим мастерством исполнял песни многих народов, с особой теплотой вспоминая, как он пел азербайджанские песни». К соболезнованиям присоединяется и Узбекистан. Разделяем с родными, близкими и коллегами Ильхама Шакирова глубокую скорбь о невосполнимой утрате. Его талант снискали ему искреннюю любовь и глубокое уважение среди узбекистанцев, говорит министр культуры Бахтиер Сайфуллаев. К другим темам. Дакар снова наш КамАЗ-мастер уже в 16-й раз покоряет самый знаменитый ралли-рейд. Эдуард Николаев в 4-й раз за свою гоночную карьеру стал победителем. На второй строчке Дмитрий Сотников. С победой команду уже поздравил Рустам Минниханов. Он отметил, взята еще одна важная и сложная вершина, убедительно показавшая, что камазовская молодежь достойно продолжает традиции мастеров-предшественников. Как и прежде, залогом победы КамАЗ-мастера стали отличная мощная техника и высокий профессионализм спортсменов. Президент поблагодарил экипажи и всех, кто внес свой вклад в общий успех. Ломалась техника, участников дисквалифицировали, но на пути к чемпионству это не остановило гонщиков. Победное мгновение финиша в сюжете Алмаза Гафиятова. Золотые бедуины в руках, на лице усталость. Эдуард Николаев был чемпионом и в прошлом году выигрывал трофей в качестве штурмана у Владимира Чагина. Однако, насколько сложным выдалась эта гонка в этом сезоне, знают только сами камазовцы. Наверное, еще не до конца понял, но тем не менее, когда подъезжал к финишу, уже понимал, что все, сегодня финиш, последние километры. Радует то, что мы вместе с Дмитрием Сотниковым. Вот, это, конечно, очень здорово.
первое-второе место. Да, борьба была непростая в этом году. Трудности преследовали нашу команду с самых первых дней Дакара. Сначала после наезда на зрителя получил дисквалификацию Андрей Каргинов. Дальше на половине дистанции пришлось сойти Айрату Мардееву из-за технических поломок. Очень переживали за ребят, и вот сейчас, посмотрев на Дакар с другой стороны, да, понимаешь, что лучше находиться там на трассе, чем сидеть и ждать. Очень рады, действительно, ребят большие молодцы, оставшись вдвоем. Понимали, как было тяжело, у них не было права на ошибку, и несмотря на все сложности, получилось у них показать именно тот результат, который от нас все ждали. Все, что не смогло остановить экипажи «Синей Армады», сделало команду только сильнее. Новый регламент этого года вынудил вносить экстренные изменения в конструкцию техники. Коллектив «Синей Армады» сработал слаженно и оперативно. Я очень рад, что мы смогли в короткие сроки сделать по новому регламенту конкурентную машину, которая смогла надежно проехать всю дистанцию. Тем самым мы доказали, что отечественный автопром и российский спорт победители, они лучшие в мире ралли-рейдов, лучшие на бездорожье. Татарстанская школа автомобильного спорта вновь заявила о себе на весь мир. Челнинская команда в 16-й раз доказала, что равно им нет. Преемственность поколений продолжается. Если Чагин является 7-кратным победителем Дакара, то его ученик Эдуард Николаев также смог оформить хет-трик из золотых бедуинов. Эдуард Николаев первый, экипаж Дмитрия Сотникова финишировал вторым, на третьей строчке Жерар Дурой. 3000 километров перуанских песков, 40 спортивных грузовиков, 10 этапов, а на самом главном пьедестале вновь КамАЗ-мастер. В это воскресенье чемпионов ждут на родине в Москве и в Набережных Челнах. Алмаз Гафиятов, ТНВ, Перу. Задача – избавить пользователя от переплат. Об этом сегодня говорили на итоговой коллегии Госкомитета по тарифам. Ее впервые в новой должности провел Александр Груничев. Здесь обозначили, что ради этого в республике пойдут в текущем году. Это цифровизация, перепроверка данных и контроль затрат. Рамиль Шайдуллин знает, где убавится, а где добавят. Тарифы неоднородные. Как сегодня сообщили на итоговой коллегии, руководители разных районов республики идут или на неоправданное снижение, или, напротив, повышение цен, например, на коммуналку. Особое внимание, на наш взгляд, надо уделить тем районам, у которых одни из самых высоких тарифов. Планируем в этой связи вести в течение 2019 года рейтинг как районов, так и предприятий, над проектом которого мы сейчас работаем. Тарифы должны быть экономически обоснованы, а не политически обоснованы. Да? Комитет по тарифам активно вступает в цифровизацию. Технология цифрового контроля, замечают здесь, поможет им снизить риски, в том числе коррупции, а во-вторых, свяжет потребителей и поставщиков энергии. В результате получается, что мы потребителю говорим: извините, но мы не можем вам дать информацию, отключение произошло в сетях смежной сетевой организации. Просто потребитель сидит без света какое-то время. Главная задача – избавить пользователя от переплаты. Пример – новые цены на коммуналку. Подросли ненамного, хотя могли прямо отреагировать на повышение НДС. Однако выход был найден. По сравнению с прошлым годом индекс оставили более сдержанным. Конкретно по республике какие-то тарифы даже ниже, чем в целом по стране. 86,34 рубля с одного проживающего в месяц средняя ставка. В общем, скажу, для МКД скажу, что это невысокий показатель, потому что средний по России больше 100 рублей. Это новые тарифы за вывоз мусора. Как и когда они изменятся, будут контролировать в специальных межведомственных штабах, которые создадут совместно Управление ФАС и Комитет по тарифам. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В России электричество слишком дешевое, так считает глава Роснано Анатолий Чубайс. Если бы тарифы стали дороже, люди бы относились к нему бережнее. Так в стране вновь заговорили о возможности введения социальной нормы на электроэнергию. 300 киловатт-час в месяц, все, что выше, дороже. Как Чубайс собирается поделить людей на богатых и бедных, и что по этому поводу думает население, узнала Анна Городнова. Выключи за собой, в коридоре, не нужно в прихожей, все же можно выключать. О своей энергорасточительности Анна Михайловна слышит впервые. От Чубайса, говорит, такого не ожидала. При полной экономии, так считает, за электричество платит много. У Фатимы Гатаулиной семья из 4 человек. На заявление Чубайса по тарифам заявляет куда еще выше. За свет у меня 527. Электрочайник не включаю, все на газу. На Гайдаровском форуме Анатолий Чубайс заявил, если бы электричество стало дороже, люди бы стали экономить. Низкая цена на электроэнергию равна энергии
энергорасточительности. Следует ли из этого, что нам необходимо повысить цену на электроэнергию? А вот у журналиста Владимира Соловьева другая статистика. На мировой карте россияне самые экономные. Россия потребляет электроэнергии на человека 6533. Китайский тайпы 10340. Чубайс, ну хоть что-то в своей жизни вы должны знать. Еще 3 года назад в стране заговорили о социальной норме. Те, кто потребляет больше положенного, якобы будет платить в 2 раза дороже. За основу нового законопроекта берут в норму в 300 киловатт-час на жилое помещение. По оценкам ФАС, в среднем в нашей стране человек тратит 90 киловатт-час в месяц. Если взять, к примеру, среднюю семью из 3 человек, то теоретически можно уложиться, но в таком случае многодетные семьи, к примеру, остаются незащищенными. Кроме того, проиграть от новшества могут и владельцы негазифицированных домов. Сейчас для них тариф чуть снижен, а изменения предполагают единый. Жители, которые приобрели квартиры с электрическими плитами, они находятся, наверное, в зоне большего риска. Споры возникают и по предложению делить людей на бедных и богатых. Якобы те, кто превышает 300 киловатт-час, могут платить больше. Но по мнению некоторых экспертов, у нас уже есть счетчики – самая эффективная мера. Человек сам может отслеживать, сколько ему нужно потреблять, исходя из своего социального уровня, который он имеет. То есть, если человек имеет маленькую заработную плату, тогда он и потребляет меньше ресурсов. Люди, которые экономят электрическую энергию, аккуратно относятся к потреблению осветительных электроприборов, они не получат увеличения большой стоимости платы граждан. Сами казанцы во мнениях разделились. Для бедных надо другой тариф, конечно, а богатые пусть платят за бедных. Все сделают, чтобы с бедных содрать. Обязательно. У них там телевизор огромный, по несколько холодильников. И будет платить столько, сколько я, да? Не приведет ли это к новому всплеску? Ведь тарифы растут ежегодно. Пока же Анатолий Чубайс со своей инициативой и население со своими расчетами явно на разных берегах. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Воду осветили, купель вырубили. Через крещение Христос показал, что Он омывает все грехи. Как проходила подготовка к крещению Господню, расскажет Зарина Ахметова. Пингвины в самом центре деревни. Я говорю, они из речки вышли, да и выстроились вот. Как Мишарин из Юхова стал популярным благодаря фантазии, узнала Филюза Хамидуллина. Главные инвесторы США, основные партнеры Турция. Экспорт, импорт и внешнеторговый оборот республики выросли. Сегодня в Агентстве инвестиционного развития Татарстана считали деньги. Так, в рейтинге состояния инвестклимата регионов страны республика впервые заняла 2-е место, обогнав Москву. Где еще предстоит улучшить работу, расскажет Салават Мухаммадуллин. Франкфурт – это специализированная выставка по машиностроению. Германия, Китай, США – десятки выставок и форумов с презентацией инвестпотенциала республики в течение года. Это дало плоды. Внешнеторговый оборот вырос на 12%. Инвестиции в основной капитал региона – больше 600 миллиардов рублей. Вразрез международным тенденциям. Потоки иностранных инвестиций падают. Примерно по разным оценкам 15–20%. В Татарстане, наоборот, иностранные инвестиции растут. У нас заключено соглашение на строительство многофункционального гостиничного комплекса рядом с Казань Экспо с объемом инвестиций на 2 миллиарда рублей. Главными инвесторами республики в прошлом году стали компании из США. Но по основному капиталу первенство пока у Турции. Конечно, это обрадоваться нас, что не только мы стараемся что-то продолжать работать, инвестироваться. Мы видим, что все Татарстана, кто до этого приехал и начал инвестироваться, они тоже расширяются в свой бизнес. Ваше государство очень хорошо поддерживает. И вот так. И логистика тоже. Логистика тоже очень хорошая. Каждые 3 дня в республике регистрируются 3 новых компании с иностранным участием. Это и есть инвесторы. Правда, выбирают они только 10 районов и преимущественно Казань. Исходя из этого, агентству придется принять новый вызов. Мы ограничиваемся только крупными городами, но у нас их 70 таких промплощадок, которые сегодня официально зарегистрированы в муниципальных городах и районах нашей республики. Такой активности там нет. И АИРу, наверное, надо, Талия Ильгизовна, обратить на них внимание.
При этом задача минимум – сохранить объемы инвестиций в республику на уровне прошлого года и не допустить падения инвест-привлекательности. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Православные готовятся к крещению. Сегодня ночью в Троицком соборе Раивского монастыря митрополит проведет литургию. А после верующие совершат обряд омовения. Для этого в Казани уже готовы 5 иорданий. Подробности о том, как и где пройдут службы, Зарина Ахметова. Раз в году вода для верующих обретает особое значение, становится настоящим чудом. Сегодня в Никольском соборе Казани ее освящает митрополит. Так у православных начинается крещенский сочельник. Вода, освященная в эти дни, то есть освящается вся стихия водная, а через крещение Христос показал, что Он омывает все грехи человеческого рода. Но прежде чем смыть грехи, ночная служба. В Казани праздничные богослужения пройдут в 4 храмах, а после духовное погружение и очищение. Ежегодно в Татарстане и в Иордании погружаются 58 тысяч верующих. В эту ночь для них подготовлено 120 купелей. Глубина купели составляет примерно 1,5 метра. Ее оборудуют вот такой металлической сеткой, на дно опускают деревянный настил. Сам обряд омовения желательно совершать не более 1 минуты, при этом окунувшись 3 раза. Казанских купелей будет 5. 2 на Верхнем Кабане, на Казанке, на Волге у Никольской церкви и у храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Все предварительно проверили спасатели. Работать они будут и в сам праздник. Для обеспечения безопасности вообще купели будет дежурить силы и средства. Это МЧС, силы и средства милиции. Это будет на каждой купели будет работник пеницинский, будет выставлен пункт обогрева. Всего группировка у нас составляет более 1000 человек. Но прежде чем окунуться в прорубь, лучше посоветоваться с врачом. Нежелательно погружаться людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы. В период острых респираторных заболеваний также не рекомендуется принимать обряд крещения проруби лицам пожилого возраста и маленьким детям, так как у них ослаблен иммунитет. Праздничная литургия начнется сегодня без 15-12 ночи в Раивском монастыре. После службы православные проследуют к Иордании, где будет совершено великое освящение воды. Здесь уже к крещению открыт ледовый городок. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. В оперу пора. Казань готовится к международному фестивалю имени Шаляпина. С 1 по 23 февраля старейший оперный фестиваль покажет 10 спектаклей и даст 2 гала-концерта. Старт с премьеры римского Корсакова «Царского невеста». На сцене оперного уже появились церковь, баня и дремучий лес. Что удивит современного зрителя, знает Лилия Кашфарова. История русская, режиссура белорусская, декорации немецкие, музыка римского Корсакова, драма «Царская невеста» Льва Мэя. Перед историей на сцене история создания. Это костюм опричника в количестве 45 штук. Мы таких костюмов нашли. С выступающих мерки, с технолога эскиз, а с цеха 160 костюмов. Один костюм шьют 10 человек, а носят солисты из Москвы, Беларуси, США и Германии. Пока на сцене репетиция, за сценой церковь, баня и старый лес. Художник-постановщик Гарри Грумель. Материал дерево, ткани, пенопласт и металлические каркасы. Задача немца – реализм. Работа артистов на сцене перестает быть бутафорской. Когда человек заходит на сцену и видит живые декорации, он и ведет себя, соответственно, совершенно иначе, да? Более органично, более естественно. Естественно, масштаб 1 к 1. Искусственные деревья имеют не только реальную высоту, но даже корни. Подписали баня, хотя и так понятно. Реальные размеры, реальные цвета, фактура – все как в эпоху правления Ивана Грозного. При таких декорациях даже история на сцене становится правдивой. Лилия Кашфарова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Морские обитатели, 9 пингвинов и тюлень появились в самом центре села Елхово Альметьевского района. Такую зимнюю красоту на своей улице создал Рафик Низамов. Для бывшего строителя сделать снежных героев стало доброй традицией. Семейство из Антарктиды увидело и Филюза Хамидуллина. У них самое хрупкое место – это нос. Он из пенопласта сделан. Рафик Низамов больше 20 лет проработал строителем. «Творить и строить у меня в крови», – говорит он. Маша и Медведь, Крокодил Гена, Дед Мороз со Снегурочкой, автомобиль из снега. Что только не создал за эти 15 лет. А в этом году уже вот такой живой персонаж, несказочный вот живых тюленей и пингвинов по телевизору увидел как-то. И в голову пришло.
и сделал. Рецепт этих фигурок простой. Смешать 5 ванн снега и воды, добавить красок и 2 дня работы. Результат вот такой: тюлень и 9 пингвинов. Теперь они достопримечательность улицы Наримана. Сюда даже приезжают из соседних деревень, чтобы сфотографироваться. А вы знаете, кто это такие тут у нас? Пингвины и морские котики. Теперь ученики сюда приезжают как на урок зоологии. Учениками даже очень интересно. Они любопытно изучают, смотрят, говорят, что они узнали. В 2014 году он сделал машину даже колесиками, даже стеклами. Дети сюда подтягиваются, радуются, видят, все равно же руками пощупают, это не по телевизору смотреть. Про морских обитателей слух по деревне разлетелся мигом. На пингвинов посмотреть приехали даже гости из Дубая. У нас есть в деревне группа Елховская. Там написали, как живые. Я говорю, они живые, там у нас вон речка. Я говорю, они из речки вышли, да и выстроились вот. Рафика Быга, большое спасибо, что каждый год радует нас такими прекрасными фигурками. Прожить пингвины должны до марта. Ну а если наша изменчивая погода северным гостям не подойдет, смастерю других, шутит Рафик Низамов. Благо, снега в этом году хватает. Илюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Звезды хоккея уже в Казани. Лучшие игроки и тренер КХЛ собрались на мастер-шоу и матч звезд. В эти минуты в «Пирамиде» презентуют игроков, а перед этим ветеранов отечественного хоккея познакомили с исторической частью Казани. В мультимедийном музее Старо-Татарской Слободы они узнали древнейшую историю столицы и национальные идеи татарского народа. Подробнее об этом в 21:30. На этом у меня все. Впереди прогноз погоды. До встречи в 21:30. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. В Казани стартовал Кубок России по водному поло. За престижный трофей борьбу ведут 8 сильнейших команд страны. Казанский «Синтез» начал свое выступление с победы, обыграв Балтику из Санкт-Петербурга со счетом 13-6. А второй коллектив «Синтез Вор» выйти в полуфинал не смог и поведет борьбу только за 7 и 8 места. Что касается основного титула, претендентами на него помимо «Синтеза» являются «Спартак» из Волгограда, московская «Динамо» и подмосковный «Штурм-2002». Имя чемпиона узнаем завтра. Тройка Зарипов, Зиновьев, Морозов снова сыграет в Казани. Завтра в Татнефть-арене пройдет выставочный матч ветеранов КХЛ и команды Алексея Морозова. Ожидается, что участие в игре примет мэр Казани Ильсур Медшин, вице-президент Федерации хоккея Андрей Рябов, экс-игроки Акбарса Рафик Якубов, Алексей Бадюков, Александр Степанов и другие. Зрители смогут увидеть воссоединение легендарной тройки барсов. Капитаном команды будет Морозов. Вместе с ним сыграют Дани Зарипов и Сергей Зиновьев. Тренировать команду будут легендарные для казанского хоккея специалисты Зинатла Белелединов, Всеволод Елфимов и Сергей Абрамов. В Казани стартует открытое первенство Татарстана по регби-7 среди юношей. На поле футбольно-легкоатлетического манежа Центрального стадиона сразятся юниоры до 17 лет. В турнире примут участие 7 команд из Казани, Москвы, Перми, Йошкар-Олы. Республику Татарстан представит 2 команды – «Динамо» и «Спектр». Турнир рассматривается как подготовка к первенству России по регби-7, которое пройдет в Казани 13-14 июля в рамках европейского отборочного турнира по регби-7 на Олимпийские игры 2020 года. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Температурные показатели этой зимы гораздо выше нормы. Вот и 19 января в Татарстане ожидается очень теплая погода для этого времени года. Более подробно после интересной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево облачно, местами снег. Синоптики обещают 4 мороза. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге всего 2 градуса ниже нуля. Ожидается снег. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске будет облачно и также около 2 мороза. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси облачно, снежно и -1. Для юго-запада 19 января будет пасмурным. Синоптики обещают всего 0 градусов. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше также пасмурно. Будет снег, -1, -3.
В последующие дни температуры станут гораздо ниже, осадки прекратятся. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли, операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. Медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться с проблемами позвоночника и суставов, без операции и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. В Казани ожидается облачная погода, временами снег. Дневные температуры 0–2. Ветер юго-западный порывистый, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 89%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Спонсор программы – потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу Казань, Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36. С потребительским кооперативом «Семейная копилка» зима будет теплой. Только с 17 по 19 января оформитесь по программе «Зимняя» и получите приятный подарок. Программа «Зимняя». 20% годовых сроком на 12 месяцев. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.